Люди говорят, что родители, выбирая между гагаузским и румынским языками, с легкостью выбирают румынский. Давайте немножко с вами поразмышляем. У нас в Гагаузии 3 официальных языка. Гагаузский родной, русский и государственный. Молдавский, румынский, кому как ближе. На уровне раннего образования мы людям какие даем возможности для развития этих языков? Русский язык. Все. В основном, да, только Все. русский. Да, Все. да, У нас да, нет детских да. садов с гагаузским или с молдавским языком воспитания. Я хочу на этом заострить внимание, потому что многие политизируют эту тему и говорят о том, что мы против того, чтобы закрыли детские сады на русском языке. А кто выступает за то, чтобы закрывать детские сады на русском языке? Надо предоставить родителям право на одном из официальных языков Гагаузии, чтобы они предоставляли образование начальное, раннее образование своему ребенку. Какой-то родитель видит будущего своего ребенка здесь, в Гагаузии или в турецком мире. Пусть он хорошо знает гагаузский родной язык. Кто-то видит своего ребенка будущего в мире, связанном с Российской Федерацией. Пожалуйста, у нас русский язык, он так и так на хорошем базовом уровне. Кто-то видит своего ребенка здесь, в Кишиневе. Но почему он не должен знать государственный язык? Потому что мы все сами видим, что мы к этому придем. Но мы как власть не предоставляем людям эту возможность. Поэтому, когда вы говорите, задаете вопрос с легкостью гагаузский и румынский, а у людей выбора нет.